Здравствуйте, вы смотрите новости, в студии Власий Сергеев. Коротко о главных темах выпуска. Министерство труда России рекомендовало работодателям перевести на удаленку максимальное количество сотрудников. В Якутии стартовала серия вебинаров по подготовке заявок на конкурс грантов главы. Якутянин на Олимпиаде, хоккеист Андрей Кузьменко в составе российской команды прибыл в Пекин. Министерство труда России рекомендовало перевести на удаленку максимальное число сотрудников с учетом текущей эпидобстановки. Соответствующий документ утвердили на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Отмечается, что численность работников, которых можно перевести, определяет сама организация. При этом удаленка с сохранением объема работы не должна стать поводом для сокращения зарплаты. В настоящее время в России дистанционно работают порядка 3 миллионов человек. В Якутии стартовала серия вебинаров по подготовке заявок на конкурс грантов главы республики и фонда президентских грантов для некоммерческих организаций. Так участников проконсультируют по конкурсным процедурам, проектированию бюджета и календарного плана. Работа будет вестись в формате онлайн-встреч по телефону и электронной почте. Серия вебинаров продлится до 24 мая. Напомним, что заявки на конкурс грантов главы Якутии принимаются с 1 февраля по 2 марта. В этом году общая сумма грантов превысит 97 миллионов рублей по 23 социальным направлениям и тематикам. Традиционный ежегодный отчет исполнительных органов государственной власти республики о результатах деятельности за 2021 год в связи с эпидситуацией будет проходить в онлайн-формате. Старт отчету правительства Якутии 4 февраля в рамках передачи «Актуальное интервью» даст председатель правительства республики Андрей Тарасенко. Прямые трансляции студии НВК «Саха» с участием членов правительства начнутся с 5 февраля на всех телеканалах и социальных сетях компании. В минувшем году в Якутии на геологоразведку направили порядка 28 миллиардов рублей. Основную часть суммы в размере 26 миллиардов направили недропользователи. Остальная часть была выделена из федерального и республиканского бюджетов. По итогам геологоразведочных работ в 2021 году якутские недропользователи нарастили запасы серебра почти в 6 раз до 125 тонн. Прирост газа составил 76 миллиардов кубометров, а общераспространенных полезных ископаемых – 50 миллиардов кубометров. Еще более заразный стелс-омикрон выявили в 44 регионах России. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Специалисты отметили, что появление такой линии не является неожиданной с точки зрения эволюции вирусов. Известно, что первый в мире образец стелс-омикрона обнаружили в ноябре прошлого года в ЮАР, а на данный момент его зарегистрировали более чем в 50 странах. Согласно предварительным исследованиям, эта мутация коронавируса обладает еще большей скоростью распространения, чем изначальная линия. За 1,5 недели работы единый колл-центр Минздрава по вопросам коронавируса принял более 125 тысяч звонков от жителей столицы. Обращения граждан обрабатывают 130 операторов в круглосуточном режиме. Подробнее о работе колл-центра в следующем материале. Операторы единой горячей линии 122 работают в 3 смены. Если утром и днем звонки принимают 50 человек, то ночное время работает 30. Основной костяк операторов составляют студенты медицинских учреждений. Перед вступлением на смену они проходят инструктаж. Ежедневно уточняются моменты взаимодействия с поликлиниками и гражданами. Так, заявочка оформлена, ожидайте. Вам больничный нужен? Угу. Но бывает температура там стоит 38,5. ПЦР бывает положительный. Бывают ли повторные звонки? Да, бывает. И бывает, когда лекарства принесут. И когда больничный закрыть. За смену операторы обрабатывают в среднем 100 обращений и перенаправляют в поликлиники Якутска. Только за прошлые сутки в единый колл-центр поступило 13 700 звонков. Стоит отметить, что к горячей линии 122 включены 5 поликлиник и единый колл-центр по линии Минздрава. По 122 и добавочному номеру можно дозвониться до самой поликлиники. Поликлиники принимают свои вызовы с 8 утра и до 6 вечера. После 6 вечера, когда пациент дозванивается до номера 122, автоматически происходит перенаправление на единый колл-центр для оформления вызова, который потом уже распределяется по поликлиникам.
Как отмечают работники колл-центра, дозвониться до них намного легче, чем до самих поликлиник. Среднее время ожидания составляет 1 минуту. Все обращения граждан регистрируются и перенаправляются до медицинских учреждений. За время работы колл-центр обеспечил доступность медпомощи для населения на фоне роста вызовов и упорядочил работу поликлиник. Евгений Тайтонов, Семен Семенов, Якутск. Подвели итоги прошедшего и наметили планы на новый 2022 год. В Якутске прошло расширенное совещание коллегии прокуратуры. Надзорный орган отметил восстановление прав обманутых дольщиков и погашение долгов по зарплате на более чем 806 миллионов рублей. Республиканской прокуратуре в этом году поручено обеспечить решение социальных вопросов, усилить надзор за безопасностью на производствах, травматизму и занятости населения. Также на коллегии выступил глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что благодаря взаимодействию правительства и прокуратуры решается множество задач, связанных как со здравоохранением, так и защитой прав предпринимателей и борьбе с лесными пожарами. Несколько дней назад президент России поручил правительству до 1 мая подготовить предложение по усовершенствованию механизма регистрации лиц без определенного места жительства и обеспечению их прав на получение пенсии и медпомощи. У нашего региона в этом вопросе есть большой опыт. В целях решения проблемы защиты прав лиц без определенного места жительства и попавших в тяжелую жизненную ситуацию в республике с 2018 года проводится социально-благотворительная акция «Путь к дому». За все время за помощью обратились более 700 человек. Вследствие уполномоченным по правам человека в республике и его аппаратом был разработан целый законопроект, который передали в Госсобрание. В республике нужно законодательное регулирование вопросов профилактики бродяжничества и попрошайничества на территории республики. Поэтому парламент нас услышал, создана рабочая группа в постоянном комитете, который занимается вопросами социальной защиты и здравоохранения. И в свете поручения президента Российской Федерации, который посвящен как раз решению вопросов, системному решению вопросов бездомности. Надеемся, что эта работа будет ускорена. Не тонут, так горят. Дома микрорайона Северный в городе Ленске, построенные как временное жилье сроком на 5 лет, давно пришли в негодность для проживания. Совсем недавно мы рассказывали о регулярно выходящих грунтовых водах, размывающих фундамент дома по перекрестку строителей. Прошлой ночью еще один дом в этом микрорайоне выгорел почти полностью. На месте событий побывала наш корреспондент Анна Кожевникова. Восстановлению не подлежит. Прошлой ночью в городе Ленске дом номер 16 по улице Омская в микрорайоне Северном загорелся. Пожар начался с квартиры номер 8 на 2-м этаже. А хозяин до сих пор не в курсе произошедшего. Остались без крыши над головой и без теплого угла в прямом смысле этих выражений. Среди ночи, оказавшись на улице, деревянный 8-квартирный дом всполохнул как свечка. Огонь по межквартирным перекрытиям молниеносно спустился на 1-й этаж. Выгорели полностью 2 квартиры, номер 8 и номер 3. В 7-й в полу зияет дыра. Передвигаться по 2-му этажу опасно. Жители словно родились в счастливой рубашке. Никто не пострадал, но все имущество утрачено. Сигнал поступил в 1 час 37 минут. Для пожара были привлечены, на тушение пожара были привлечены пожарно-спасательные части номер 1 и номер 2. Были привлечены 4 единицы техники, 20 человек личного состава. В ходе тушения пожара были эвакуированы 5 человек, 2 из которых детей. Пожар ликвидировали в 3 часа 58 минут. В настоящее время проводится проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Пока причины пожара не определены, но невооруженным взглядом понятно, что дом восстановлению не подлежит. Все, что не сгорело, залито водой. Отопление, электроэнергия, водоснабжение отключены. А мародеры уже успели вскрыть менее пострадавшие квартиры, невзирая на беду, настигшую погорельцев. Теперь они ждут заключения экспертной комиссии, которая произведет оценку ущерба, согласно чему можно будет признать дом аварийным, о чем сообщил по телефону замглавы города. На сегодняшний день, я говорю, принято решение обследования этого дома, произвести обследование. И по заключению обследования будет принято уже окончательное решение по этому дому. На сегодняшний день он не значится аварийным, то есть он не признан аварийным. Но вот до пожара я имею в виду. Там 2 муниципальные квартиры, значит муниципалитет может принять сам решение по обследованию этого дома.
Все дома микрорайона Северный были построены после наводнения 2001 года как временное жилье сроком на 5 лет. И не мудрено, что сегодня они то горят, то тонут в грунтовых водах или канализации. Большинство из них непригодны для проживания, но в программу переселения вошли единицы. Наш телеканал не раз рассказывал о бедах, которые сопровождают жителей микрорайона Северный. Мы будем продолжать держать в курсе событий зрителей о дальнейшем развитии судеб этих многострадальных домов и их жильцов. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В случае, если у семьи в юбилейный 2022 год родились близнецы, то выплаты по 100 тысяч рублей будут получать на каждого из детей. Напомним, что указом главы Якутии учрежден целевой капитал на детей, рожденных в 2022 году. По оперативным данным Минздрава Республики, в этом году уже родилось более 860 детей. Единственные критерии, которые определяют право семьи на получение выплаты – супруги должны быть гражданами Российской Федерации и иметь подписку в Якутии. На территории республики уже зафиксированы случаи, когда родились двойни. Нерюнгринцы Татьяна и Геннадий Цветковы отметили золотую свадьбу. Они создали свою семью полвека назад в городе Арсеньев Приморского края. А 43 года назад молодая семья по комсомольской путевке приехала в Южную Якутию, где у них выросли двое детей – сын и дочь. Отец семейства Геннадий Алексеевич 32 года проработал в компании «Якутуголь». За верность работе он был награжден памятными знаками «Лучший по профессии» и «Шахтерская слава 3-й степени». Татьяна Владимировна всю свою трудовую жизнь проработала в сфере торговли. По словам супругов, прожить вместе полвека помогли понимание, терпение и мудрость. Мы очень счастливы. Приехали внуки издалека. Один из Петербурга, другой с Москвы. Дети здесь. Мы очень счастливы. Маленького нет, правда, внучка здесь. Но он маленький совсем. И прожили мы хорошо все эти годы, 50 лет. Разные случаи были. Путешествовали, отдыхали, работали, растили вон детей, внуков. Слава Богу, неплохих. Всех. Если я где-то вспылила, муж просто отошел в сторону, промолчал. И все, мир и покой. Поэтому, наверное, живем 50 лет. Российские хоккеисты прибыли в Пекин для участия в Олимпийских играх. В заявке команды числится уроженец республики Андрей Кузьменко, который постигал азы хоккея на малой родине, а затем перебрался в Москву. Спортсмен ранее выступал за клубы «Красная армия» и ЦСКА, а позже стал игроком питерского СКА. В числе его достижений можно выделить попадание в число призеров молодежного чемпионата мира. Напомним, что мужской хоккейный турнир на играх в Пекине стартует 9 февраля. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами.